Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать сегодня на уроке. Давайте улыбнемся друг другу. Пусть этот урок принесет нам радость общения. Сегодня на уроке, ребята, вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а помощниками вам будут внимание, находчивость и смекалка. Прежде чем приступить к новой теме, я предлагаю вам прослушать небольшое стихотворение. Эта книжка небольшая, только очень нужная. Кто обижен, всем помогут в ней законы дружные. С детства каждому расскажут, что такое человек. В главной книге Казахстана мы на все найдем ответ. Как вы думаете, ребята, о чем здесь говорится? О какой главной книге страны идет речь? Верно, о Конституции. Как вы думаете, какова тема нашего урока? Совершенно верно. И главная книга Казахстана. Так, запишите число и тему «Главный закон страны». Сегодня мы с вами поговорим о Конституции Республики Казахстан. Ребята, ознакомьтесь, пожалуйста, с целями нашего урока. Сегодня вы будете обсуждать вопросы правовой культуры и участвовать в дискуссии. И грамматическая тема. Повторите и закрепите полученные знания по синтаксису простого и сложного предложения. Ребята, кто мне скажет, что такое Конституция? Так, пожалуйста, Михаил. Конституция – это основной закон страны. Совершенно верно. Может быть, кто-то из вас помнит, в каком году была принята Конституция? Так, пожалуйста, Илара. Первая Конституция была принята в 1993 году, а вторая действующая в августе 1995 года. Спасибо большое. Замечательно. Сейчас, ребята, я вам предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, затем ответить на вопросы. Конституция Республики Казахстан. Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешними и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию. Именно такими словами начинается основной закон страны – Конституция. Основы правовой системы казахов были заложены еще в средневековых сводах законов, таких как Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы и Жеті жарғы Тәуке ханы. Первая же Конституция независимого Казахстана была принята в 1993 году, а действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Она состоит из 98 статей, разделенных на 9 разделов. В этих разделах прописаны основы политического, правового и экономического устройства государственной системы. Они включают в себя положение об обязанностях, правах и свободах граждан, а также определение государственной власти, ее полномочий и отношения с гражданами. В феврале 1996 года был сформирован Конституционный совет. Он обеспечивает верховенство Конституции Республики как основного закона государства на всей территории Казахстана. Президент, являясь гарантом защиты прав и свобод человека и гражданина, дает присягу именно на Конституции. 30 августа 1995 года для истории Казахстана стал знаменательным и был провозглашен государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан. Хорошо, ребята. Какую новую информацию вы для себя получили после просмотра данного видео? Так, пожалуйста, Санжар. Узнать древних сводах законов казахов. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы и Тәуке ханның жеті жарғы. Спасибо. Так, пожалуйста, кто еще может дополнить? Маржан. Конституция состоит из 98 статей, разделенных на 9 разделов. Хорошо, спасибо. Кто еще дополнит? Так, пожалуйста, Илара. В феврале 1996 года был создан Конституционный совет. Хорошо, спасибо. Так, ребята, как вы думаете, нужна ли человеку Конституция? Если да, то для чего? Так, пожалуйста. Чтобы знать свои права и обязанности. Замечательно. Так, еще. Пожалуйста, Алихан.
Конституция защищает честь, достоинство, а также свободу человека. Здорово, здорово. Так, ну, пожалуйста, Назира. Конституция нужна для того, чтобы люди подчинялись единым законам, которые прописаны в Конституции Республики Казахстан. Здорово, здорово, ребята. Так, в современной Конституции, ребята, перечислены основные права человека. Право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на жилище, право на образование, право на отдых, право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить следующее задание. Используя метод инфо-угадайка, восстановить стихотворение Инессы Агеевой «Права человека». У нас здесь как раз две группы. В первой группе я предлагаю восстановить начало стихотворения. Пожалуйста, ознакомьтесь. В второй группе я предлагаю восстановить конец стихотворения. Ребята, сегодня у нас взаимооценивание. Перед вами лежат дескрипторы к заданиям, по которым вы будете оценивать ответы друг друга и выставлять баллы в оценочный лист. Пожалуйста, выполняйте. Будем оценивать по дескриптору. Так, готовы? Так, первая группа готова, вторая группа. Готовы? Так, пожалуйста, по представителю. Так, выходим. А мы, ребята, с вами проверяем, верно ли они подобрали. Человек имеет право жить и жизнью наслаждаться. Человек имеет право отдыхать и обучаться. Человек имеет право петь, плясать и веселиться. Человек имеет право домом, родиной гордиться. Человек имеет право нет сказать всем страшным войнам. Человек имеет право жить трудом своим достойно. Человек имеет право принимать любую веру. Человек сам выбирает, чему следовать примеру. Человек имеет право на всех прав свою защиту. Все права детей и взрослых в Конституции и щиты. Замечательно, замечательно. Молодцы. Так, пожалуйста, сдаем работу друг другу, потому что мы оцениваем, сегодня взаимооценивание по данным дескрипторам, которые у вас есть на картах, оцениваем работы друг друга. Давайте дадим 3 балла. Согласны, ребята? Так, сегодня, ребята, мы с вами говорим о Конституции Республики Казахстан. Является ли Конституция основным правовым законом государства? Выразите свое мнение, используя формулу КОПС. Так, пожалуйста, ребята, работаем. Работаем. Является ли Конституция основным правовым законом государства? Работаем, пожалуйста. Согласен. По формуле КОПС. Можно это поставить на это? Да, правильно. Итоги. Давайте подайте. Да, так. Вы все молодцы. Наверное, Так, готовы? так. Так, подождем первую команду. Так, первая команда готова? Так, пожалуйста, представители, выходим на середину.
Конституция является основным законом страны. Второе. Объяснение. Потому что там расписаны основные права граждан. Третий пример. Мы можем подтвердить это тем, что в Конституции прописаны все наши права. Исходя из сказанного, мы делаем вывод, что Конституция дает право на защиту и является главным законом страны, которому все должны подчиняться. Замечательно. Так, пожалуйста. Формула ПОПС. Первая позиция. Мы считаем, что Конституция является главным законом страны. Объяснение. Потому что она защищает права человека. Пример. Мы можем подтвердить это тем, что в Конституции четко перечислены права граждан. Следствие. Можно сделать вывод, что Конституция – основной закон нашей страны, и все граждане ей подчиняются. Замечательно, ребят. Сдайте, пожалуйста, работу в дню, потому что у нас сегодня взаимооценивание. Есть дескрипторы к заданию, по которым вы должны оценить. Ребята, сегодня мы с вами говорили, грамматическая тема нашего урока – это повторение и закрепление синтаксиса простого и сложного предложения. Так, пожалуйста, первая группа, кто мне скажет, что такое простое предложение? Так, ну, Санжар, пожалуйста. Простое предложение состоит из одной грамматической основы. Простое высказывание делится на прилагательное, существительное, просительное. По намерению, наличию главного речи на анасоставное и составное. Главных членов предложения, да? По наличию трансференции на распространенное, нераспределенное. Замечательно, садись, спасибо. Так, вторая группа, пожалуйста, сложное предложение. Так, ну, Айвара, тебя послушаем. Сложное предложение – это предложение, которое состоит из двух и более грамматических основ. Сложное предложение делится на союзные и бессоюзные. Союзные делятся на сложно сочиненные и сложно сочиненные. А сложно сочиненные делятся на три большие группы. Это разделительные, прочтительные и соединительные. А сложно сочиненные делятся на действительные, определительные и обстоятельства. Замечательно, спасибо большое. Сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить следующее задание. Составьте предложение по схемам и дайте характеристику предложения. Первая группа составляет по данной схеме, вторая группа составляет по второй схеме. Пожалуйста, свои предложения. Так, работаем. Работаем. Это можно всегда? Давайте. Это правильно учили. Молодцы. Да. Да, готовы? Да, пожалуйста, первая группа. Так, идемте по представителю выходите. Так, здесь Ажа, да? Представитель. Так, послушаем. Предложение. Каждый ребенок имеет право на бесплатное образование. Данное предложение простое, так как здесь одна грамматическая основа. Это ребенок имеет. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, составное, распространенное, полное и неосложненное. Сегодня на уроке мы узнали, что Конституция является основным законом Республики Казахстана. Это предложение сложное, сложно подчиненное, с придаточным и изъяснительным. Соединяется союзом что? Состоит из двух простых предложений. В первом предложении грамматическая основа мы узнали, а во втором предложении Конституция является. Замечательно. Так, пожалуйста, сдайте работу своей библиотеки, потому что сегодня у нас взаимооценивание. Сколько баллов? Ребята, сегодня вы все замечательно поработали. У нас было взаимооценивание. Каждое задание вы должны были по дескрипторам оценить. Да? Так, пожалуйста, обсудите и дайте итог нашей работе. Так, ну, готовы?
Так, пожалуйста. Идемте по представителю. О. Так, послушаем. Если не согласны, можете сказать. Вторая команда сегодня поработала очень хорошо. По первому заданию верно подобрали все строки и получили 3 балла. Ага. Второе задание. Правильно выражают и раскрывают структуру формулы, из-за этого получили 3 балла. Третье задание. Верно дали определение сложному предложению и получили 1 балл. Четвертое задание. Предложение соответствует схеме, верно дана характеристика предложению и получили 3 балла. Исходя из этого, они получили в общей сумме 10 баллов. Замечательно, молодцы. Так, пожалуйста. Наш оценочный лист. Сегодня первая команда очень хорошо поработала. Первое задание. Они верно подобрали все строки и получили 3 балла. Второе задание. Попс-формула. Они правильно выдержана и раскрыта структура попс-формулы. И за это они получили 3 балла. Третье задание. Они верно дали определение сложному предложению. Еще 1 балл. Четвертое задание. Предложение соответствует схеме, верно дана характеристика предложению. И они получили 3 балла. В общем, они получили сегодня 10 баллов. Замечательно, ребята. 10 баллов, 10 баллов в сумме, да? Спасибо, давайте ваши оценочные листы. Молодцы, ребята. Вы сегодня замечательно поработали. Домашнее задание. Составьте синклин к словам «закон», «конституция» и напишите краткое эссе, раскрыв смысл эпиграфа. Законы должны иметь для всех одинаковый смысл. Критерии тоже прописаны. Проведем, ребята, рефлексию нашего урока. Было интересно? Было вам интересно на уроке? Да. А, пожалуйста, Алихан, что интересного? Было очень интересно оценивать друг друга. Так, замечательно. Еще. Было интересно еще узнать побольше о Конституции Республики Казахстана. Так, замечательно. Так, пожалуйста. Было интересно работать в группе. Так, замечательно. Было трудно. С какими трудностями вы столкнулись? Были такие трудности, так, Кажа? Было трудно составлять попс-формулы. Так, ну вы замечательно справились, однако. Так, я научилась. Я научилась работать в команде. Так, в команде. Я оценил друг друга. Оценивать друг друга замечательно. Теперь я могу. Так, пожалуйста. Теперь я могу составлять приложения со схемами. Так, хорошо. Еще. Так, Теперь я знаю свои права и обязанности. замечательно. Так, еще. Я знаю права, как себя защитить. Замечательно, конечно. Теперь вы хорошо знаете свои права, да, которые прописаны в Конституции нашей республики. Ребята, сегодня вы все хорошо поработали. Я очень довольна вами. Всех благодарю за сегодняшний урок. Всего доброго, до новых встреч.